24 сентября 1914 года умер известный просветитель, писатель, издатель и политик, оказавший влияние на весь тюркский мир, крымский татарин Исмаил Гаспринский. Он оставил после себя огромное наследие, которое до сих пор актуально в среде его потомков. В его статьях и литературных произведениях опыт и мудрость актуальны и сегодня. Он говорил в первую очередь о знаниях, как о главной силе человека. Аллах дал человеку, своему любимому творению, великую силу, при помощи которой он может господствовать над многим, создавать и уничтожать очень многое. Это ум, но ум следует обогатить знаниями. Сам Гаспринский был педагогом, поэтому знал о важности профессии учителя, однако обесцененной уже в его время. Нет ничего дешевле труда татарского учителя. Нет человека более забытого, как татарский учитель. Жаль. Много трудов Гаспринского было посвящено и роли духовенства в жизни мусульманского общества. Все может принять только осел. Скажем более, мы не примем и того, что могут принять муллы, если принятое ими будет противно нашему разумению и совести. Именно Гаспринский вел литературную норму крымско-татарского языка. Нет надобности говорить о важности и значении общелитературного языка для развития книжного дела и роста читателя. Язык – основной элемент, главное орудие развития народа. Он четко понимал устройство государства, в котором жил. Сотни лет российская бюрократия ограничивала инородцев в самых элементарных правах. Сотни лет она употребляла все старания, чтобы обессилить инородцев, убить с них всякую инициативу, всякое проявление активности и самодеятельности. И все это делалось во имя насущных интересов государства и явной пользы русского народа. Но самыми популярными во всем тюркском мире остаются цитаты Гаспринского о единстве. Известно, что единение – сила, а рознь – гибель людей вообще и во всех сферах жизни.